Ты смотрел «Пираты Карибского моря»? Вчера по СТС. Привет. Классно, да? Извини, я не специально. Да я же не специально, чё? Да расслабься. Здравствуйте. Чё ты вчера не пришел? Ты чё, маленький, зачем тебе шарик? Мы их на ДПИ сегодня надувать будем, ленточкой обматывать и абажуры делать. Веселуха, да? Да. Это твой однокурсник? Да, он постоянно что-то малюет. Алан, иди сюда. Привет. Добрый. Здорово. А что у тебя здесь? Это вас не касается. Ой, стесняшка. Марк, у тебя есть еще шарики? В портфеле? А давайте воду наберем, а я Алана позову к лестнице и бомбежку ему устрою. Да. Давайте. Я за. Давай после этой пары только. Да, я хотел сказать. Алан, пойдешь со мной после этой пары, я тебе кое-что покажу. Хорошо. О ярких моментах из вашей жизни, которые как-то, может быть, повлияли на вашу жизнь, изменили вас. Может быть, вы поменяли отношения. Извините, можно? Да, быстрее садитесь. Спасибо. Итак, значит, я задавала вам на дом написать рассказ, какое-то яркое впечатление из вашей жизни, да? Кто готов? Зера. Я сделала дом засыпала. Как обычно. Алина, ты готова? Ох, я не знаю, о чем написать. У тебя братья, сестры есть, можно у них спросить? Мой брат придурок, не хочу у него ничего спрашивать. Арсен, ты готов? Нет. Почему? Ну я один в семье, что мне писать? Ну, есть же бабушки, дедушки, мамы, папы, как познакомились, можно же было это спросить. Я написала вот про бабушку и дедушку как раз, как познакомились. Давай, Даша, пожалуйста. Они познакомились во время Великой Отечественной войны, и когда уже в бабушкин город наступали войска, и дедушка тогда отправил ее в Сталинград к своей маме и написал в письме, что она его жена, хотя они еще даже не знали друг друга. И все время, пока шла война, дедушка о ней думал, помнил, и потом он разыскал ее, прилетел к ней на самолете своем, и так они сохранили свою любовь, и вот так да, и очень долго прожили вместе. Интересно, да? У каждого из ваших родителей, у каждого из вашей семьи есть какая-то история интересная. Об этом нужно было написать. Можно я напишу? Как меня собака кусила вот здесь? Она такая была большая, кавказская, вот здесь. Там впечатление. очень. Пиши. Алан, ты готов? Да, я написал. Пожалуйста. Как назвал? Белая голубь. Белый голубь. Так, все, тихо, хорошо. Белый голубь. Хорошо, давай начнем. Белый голубь. Это был. Белая голубь. Это было летом. Мы с братом сидели во дворе, и началась стрельба. Мы побежали в лес. Там пробыли до самого вечера. Я решил вернуться, чтобы выпустить курей из курятника. Боялся, в них снаряд попадет. Я зашел во двор. Меня ударили автоматом и схватили. Брат увидел это и побежал за мною. Его тоже схватили. Нас тащили по щебенке. Одежда вся порвалась. Штаны сползли, я потерял кроссовок. Постоянно стреляли вокруг. Взрывалось что-то далеко. Я поднимал голову и видел танки. Нас заставили лезть в ледяную воду. Я пытался сопротивляться, но их было 4, и у них было оружие. Они заставили нас снять одежду и так бросили в воду. Там мы просидели всю ночь. Было очень холодно. Утром я взглянул на брата, у него были закрыты глаза. Я испугался. Те, кто за нами смотрели, наверное, подумали, что мы умерли, и оставили нас. Я помог брату встать и увидел белую голубь. Она полетела в сторону соседнего села.
Мы добрались до одного дома и упали во дворе. Я дополз до двери, меня увидела маленькая девочка. Она позвала отца, и нас внесли в дом. Кожа моя вся опухла. Жители растопили баню и отогревали нас. Я потом 3 месяца лечился. А брат? А брат не выжил. Алан! Арсен, ты идиот! Мы же договаривались, да Алана должен был подвезти. Чего уставился? Чего? Почему не так? Да все не так. Алан!